Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Во всех районах и городах страны создадут местные оперативные штабы по борьбе с незаконным присоединением к электросетям. Заслуженный тележурналист, научный сотрудник отдела искусствоведения Абегима Нана Кокускир презентовала книгу об истории становления Сухума, его планировке и архитектуре. Музей боевой славы в Сухуме открыли Центр подготовки Международного волонтерского корпуса. Мероприятие приурочено к 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Абхазия может остаться без электроэнергии в начале февраля. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба на заседании оперштаба по энергетике. На данный момент в сутки Абхазия потребляет 7,5 миллионов киловатт, и 6 из них – это переток из России. Необходимо усилить работу по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии, подчеркнул Валерий Бганба. Подробности заседания в материале Гугуцы Вардания. С 23 декабря 2024 года в республику поступает гуманитарный переток электричества из России. Суммарно он составляет 327 миллионов киловатт-час. Однако уже в начале февраля Абхазия может остаться без света. Суточное потребление электричества сегодня составляет 7,5 миллиона киловатт-часов. И 6 из них – это переток из России. А приток воды в Джварское водохранилище составляет около 1 миллиона кубометров. Поэтому нам необходимо очень серьезно усилить нашу работу. Если мы сможем 700-800 тысяч в сутки мы можем убирать, это представьте себе, насколько у нас может упасть потребление и насколько мы сможем усилить эту в феврале поставку электроэнергии, чтобы охватить весь февраль, а там уже будем надеяться, что в конце февраля, в марте увеличится поток воды, и мы уже будем получать Сингульгес. В связи со сложившейся ситуацией в энергосфере страны абхазская сторона ведет переговоры с компанией «Интеррао» на предмет наиболее оптимального варианта приобретения коммерческого перетока, рассказал исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По результатам 2024 года собираемость за электроэнергию в общем составила 48%, по юридическим лицам 88%, по физическим 27%. В 2023-м собираемость за электричество составила 36%. Ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Джансух Нанба. Ведется борьба и с майнингом криптовалют, отметили на заседании штаба по энергетической безопасности. За прошедший период 2025 года по данным госстандарта у нас выявлено и помещено на склад временного хранения 18 машинок, но данная информация требует корректировки, потому что есть машинки изъятые, еще не переданные госстандарту в рамках работы МВД и СГБ. Накануне исполняющим обязанности президента Черноморэнерго и СОС было поручено в период с 1 января по 1 апреля 2025 года применять тарифы на электроэнергию, установленные на 2024 год, а также не менее 30% от доходов, поступающих за реализованную электроэнергию, резервировать для оплаты коммерческого перетока. Министерство энергетики, Черноморэнерго, я понимаю, что это дело не 1 месяца, не 2 месяцев. Вторым указом поручено полностью провести инвентаризацию объекта, сделать при возможности технический и финансовый аудит. И это я хотел бы, чтобы все коллеги понимали, не для какой-то проверки какой-то личности, а для того, чтобы мы оказали помощь организации, чтобы поставить ее на ноги. С 1 января по сегодняшний день общее потребление электроэнергии в республике составило 207 миллионов 186 тысяч киловатт-часов. Из них чуть больше 38 миллионов мы получили со стороны Ингургэс, 163 миллиона 800 тысяч киловатт-час со стороны России и 5 миллионов 355 тысяч Сухумгэс. Уровень потребления при сегодняшних возможностях все еще остается высоким. Ориентировочно по нашим оценкам где-то 25-27 мегаватт сегодня на то, что потребляет у нас работа майнинга. Для нас это очень большие значительные цифры в свете нашего сегодняшнего положения и наших перспектив. Наряду с тем, что низкий уровень оплаты по физическим лицам,
очень низкий. Вот январь месяц показал, очень низкий, не знаю, что до конца месяца изменится. Вот. Но наряду с этим очень большая задолженность у нас сложилась перед нами, сложилась у коммерческих организаций и у бюджетных организаций тоже. Что касается оплаты за переток, в декабре месяце только из средств Черноморэнерго порядка 240 миллионов было оплачено за переток. Вот, не говоря уже о тех бюджетных средствах, которые были выделены на это дело. С первого дня работы штаба по энергетической безопасности проверено 111 объектов, а сотрудниками МВД изъято 415 единиц для майнинга криптовалют. Все так называемые злосчастные места проверены, как не раз уже мы утверждали, все майнинг-фермы, мелкие, крупных, обнаружить не удалось, расположены в частных домовладениях. И затрудняется, конечно, туда подход, если сам хозяин не пропускает на территорию и не вводит. Приусадебные участки, все строения, которые расположены на частных территориях, практически без разрешения хозяина невозможно пройти. В данное время, значит, только в Гагаринском районе было выявлено 17 января с использованием участковых инспекторов. Значит, по одному адресу было 20 единиц обнаружено и по другому 14 единиц от машинок. Все они изъяты, материалы находятся в дознании, а сами машинки находятся у нас на хранении. Согласно распоряжению БГАНБА, 28 января во всех районах и городах Абхазии будут созданы местные оперативные штабы по борьбе с незаконным присоединением к электросетям, находящимся в ведении Черноморэнерго. Мера направлена на усиление борьбы с незаконным присоединением к электрическим сетям. Все подразделения, которые здесь указаны, будут со всей ответственностью подходить. И, в принципе, я считаю, что я, как руководитель, обязательно буду требовать отчетности и результата. И также каждый руководитель должен отнестись ответственно. И тот же самый это административный ресурс, это главы и их заместители, которые уполномочены. Они все должны понимать, если мы на этот порядок, как мы говорили, не перейдем, то одни со стороны, допустим, прийти в чужой дом, так я имеется в виду в чужой район, дом, я так буду его называть, мы результата не получим, пока сам хотя бы либо хозяин, либо сосед нам внутри не поможет. А соседи, хозяева, это органы на местах. Они больше видят, они больше знают. Мы с позиции центрального аппарата все равно меньше увидим ситуацию, которая там складывается. Разрабатывается и законопроект, который позволит уничтожать изъятое оборудование для майнинга. Поэтому в Кодекс о судопроизводстве по делам административных правонарушений будет внесено изменение. Суть данного изменения будет заключаться в том, чтобы появился законный инструмент уничтожения изъятого оборудования, аппаратов. Вот. Данный законопроект нами разослан всем уполномоченным ведомствам. Значит, ответили уже Минфин, Минэк нам ответили, ждем заключения Минюста. Линия Кавказиони сегодня находится на балансе Черноморэнерго, рассказал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Я разговаривал с госимуществом нашим, Бесланом Куправа, акт о госсобственности они вам выдадут. То есть данный вопрос решен, объект находится на нашем балансе, уже дальнейший контроль и так далее, это уже, Тимур Иванович, это уже ваша прерогатива. Увеличивать количество часов отключения электричества в стране пока не будут. Гугут Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Под председательством исполняющего обязанности президента Валерия Бганба состоялось заседание рабочей группы по выработке предложений по корректировке ранее принятых ставок таможенных пошлин. Напомню, что с 1 января в Абхазии начали действовать новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию республики. Реализация этого положения заложена в Большом договоре между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. Это очередной этап по гармонизации Абхазии
абхазского законодательства с российским, в данном случае в сфере таможенного дела и Евразийского экономического союза. В соответствии с соглашением о режиме торговли при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, таможенная пошлина не взимается. Воспользоваться этой льготой могут предприниматели с сертификатом происхождения товаров, так называемой формой СТ1. Новые ставки таможенных пошлин коснулись тех, кто завозит товары из других стран, в том числе из Турции и Белоруссии, а также предпринимателей, которые торгуют одеждой и обувью. Чаще всего они не могут предоставить сертификат СТ1 при перемещении продукции через госграницу. Это ударит по карману среднестатистического потребителя, следовательно, на продажах. Участники рабочей группы обменялись мнениями. Группа продолжит работу в пятницу. И это коснется не только мелких предпринимателей, это в принципе касается весь бизнес, за исключением тех предпринимателей, которые могут предоставить сертификаты происхождения товара. То есть СТ1 – это у нас два соглашения, по-моему, с Сирией и с Россией. Я не могу сказать, в каком количестве компаний или предпринимателей предоставлять, это, наверное, лучше вопросы таможенным органам. То есть по практике достаточно много предпринимателей представляет этот сертификат СТ, за счет чего им не начисляется таможенная пошлина. Это преференции в рамках межгосударственных соглашений. Поэтому вот, я думаю, вот эти предприятия как бы не коснется на первом этапе, но если будет общее повышение цен, конечно, это все будет как бы подтягиваться. Как уже говорили коллеги из Государственного таможенного комитета, исходили из того, что раз задача стоит дойти до 50% гармонизации ставок с ставками ЕС, соответственно, надо выделить товары, которые либо нельзя поднимать ставку вообще, либо надо максимально ее сдерживать для того, чтобы минимизировать негативные последствия для нашего внутреннего рынка, для наших граждан. Исходили из этого, когда выбирали 50% товаров, на которые все же придется поднять ставку. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просит оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Вызывает серьезную озабоченность политический дискурс, который формируется в некоторых российских средствах массовой информации. Без достаточных оснований утверждается, что в Абхазии существуют силы, стремящиеся подорвать наши отношения с Россией. Попытки разделить кандидатов на пророссийских и антироссийских создают искаженное представление о нашем обществе и могут негативно сказаться на абхазо-российской дружбе, говорится в частности в открытом письме Валерия Бганба. В нашем обществе существует прочный консенсус по этому вопросу, который останется неизменным, независимо от результатов выборов, подчеркнул Валерий Бганба. Делегация Минздрава Российской Федерации в рамках рабочей поездки в Абхазию посетила Центральную детскую республиканскую больницу. Исполняющие обязанности главврачи Эрик Хатхва и Инесса Камля проинформировали российских коллег о состоянии дел в медучреждениях, количестве отделений, персонале, медицинском оборудовании, имеющемся в распоряжении медиков, а также о сложностях с кадровым обеспечением. Специалисты из Минздрава России помогут сформировать единую стратегию развития системы здравоохранения Республики Абхазия. Делегация также осмотрела место строительства новой детской больницы в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В Сухуме прошла пресс-конференция депутата парламента Кана Кварча и героя Абхазии Ливана Мика. Подробности в материале Шазины Ханагуа. На сайтах различных информационных агентств появилась новость о лишении российского гражданства депутата парламента Кана Кварча и Ливана Мика. Однако, по словам участников встречи, официального уведомления, подтверждающего данную информацию, они не получали. Появилась информация в, так скажем, в официальных информационных агентствах, и поэтому мы решили прореагировать, хотя я, насколько знаю, ни посольство России в Абхазии не имеет информации, потому что по информации, значит, которую мы получили от исполняющего обязанности президента, что он сделал, соответственно, запрос в МИД Абхазии и получил такой ответ, что информации официальной нету. Но так как
официальные информационные агентства, это не, так скажем, не анонимные, потому что я здесь хочу разделить, потом анонимные, когда дают информацию, на них можно не реагировать, это там черный пиар постоянно, поэтому мы решили отреагировать и сделать несколько заявлений. Того, что нет неофициальных документов, для нас это тоже очень показательно, потому что мы знаем точно, что мы лишены, но почему-то Российская Федерация нам не представляет, может быть, через дипломатические каналы или еще через кого-то, или на официальных сайтах, во всяком случае, Краснодарского ФМС, должны были вывесены быть, что мы лишены, и самое главное, за что лишены. А некоторые там формулировки есть такие, что мы там, наши действия мешают безопасности Российской Федерации. Честно говоря, у меня вопрос к этим людям, а какой закон, Ливан, вы нарушили Российской Федерации, или я, какой закон Российской Федерации мы нарушили? То, что у нас двойное гражданство, мы граждане в Абхазии, мы занимаемся здесь внутри нашей внутренней политикой, это кого вообще должно касаться. Я, насколько помню, в Российской Федерации максимум, что я мог нарушить, это превышение скоростного режима на машине. Мы людей попросили, эта информация проверена. Другой вопрос, мы официально бумагу не можем получить. По словам Кана Кварча, российского гражданства лишен еще один гражданин республики, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, но имени Кан Кварча не раскрыл. Сегодня 3 гражданина Абхазии, 3 патриота, а я себя считаю патриотом, я считаю патриотом Ливана, я считаю этого парня третьего, который пока, может, не хочет себя называть, только народ именно Абхазии в целом. И защищать его интересы, это трактуется как, видимо, угроза национальной безопасности России. Очень жалко, очень сожалею, что именно так некоторые чиновники в России трактуют все то же самое, что чем занимаются они сегодня. Кто-нибудь из сегодня наших оппонентов, политики, или наших недругов, или наших друзей, или наших коллег в Абхазии кто-то сомневается, что я или Ливан, что мы не патриоты, что мы не любим свою страну. Так за что нас лишили? Это же, понимаете, не просто лишили российского гражданства, нам его дали сперва, а сейчас лишили. А вы знаете, лишая гражданства России, тебе запрещают въезд в страну, через которую единственная связь со всем миром. То есть тебя изолируют. В этот момент молчит наш МИД, молчит наш исполняющий обязанности президента, один, Падра Гумба, пока он был. Сейчас Валера Гамба молчит. Молчат политики. К сожалению, молчат пока мои коллеги. Участники пресс-конференции затронули и тему абхазо-российских отношений. Вот то, что произошло, мы так расцениваем, что была экс-президентом такая политика, которая привела на самом деле к ухудшению российско-абхазских отношений. Мы это видим по социальным сетям, где очень сильно такой негатив в отношении Абхазии сегодня там проявляется. А на самом деле источник именно экс-президент, который российскую тематику он начал использовать для решения внутренних вопросов. В рамках встречи с журналистами Ливан Мика выступил с обращением. Он призвал кандидатов в президенты высказаться и дать свою оценку происходящим событиям. Второе, это я уже, наверное, персонально к кандидату Бадри Гумба хочу обратиться и сказать, он собирается ли дальше продолжать ту политику, которую проводил экс-президент. По мнению депутата Кана Кварча, свое мнение должны высказать и кандидаты в вице-президенты. Шазина Ханагов, Фатима Герге, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Генеральная прокуратура проводит проверку в связи с опубликованным в средствах массовой информации выступлением ветерана войны, героя Абхазии, члена Совета старейшин Республики Абхазия Аполлона Шинкуба в ходе предвыборной встречи одного из кандидатов в президенты в селе Челоу Чимчирского района. В ходе проверки будет дана правовая оценка высказываниям Шинкуба на предмет наличия в них противоправных деяний. В Музее боевой славы в Сухуме открыли Центр подготовки Международного волонтерского корпуса. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С инициативой создания центра в Госмузей обратилась команда молодых волонтеров. Координатор движения «Волонтеры Победы» Соломея Агарба подчеркнула, что офис организации в стенах музея станет символом единства, памяти великих дел. В холле музея также прошла фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне, а также была представлена книга «Абхазские войны на защите Ленинграда» авторства Бочи Аджинджел, предоставленная председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны Заканом Нанба. Среди были летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, моряки. Каждый гость мог получить книгу в подарок. Открытие в Абхазии этой солидной структуры дополнит усилия Россотрудничества и посольства России в республике по сохранению исторической памяти и наиболее знаковых общих страниц истории, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов. Символично, что церемония открытия проходит в день освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. И отрадно, что в памятной акции по этому случаю в городе Санкт-Петербурге как раз в эти минуты принимает участие жительница блокадного Ленинграда, которая в настоящее время проживает в Абхазии. Мы надеемся, что открытие в Абхазии этой солидной структуры дополнит усилия представительства Россотрудничества и посольства России в Абхазии по сохранению исторической памяти и наиболее знаковых общих страниц истории. Сегодня мы собрались здесь, чтобы дать дань памяти и уважению тем, кто пережил одно из самых трагических и героических событий в истории нашей страны – освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Архитектура Сухума в прессе и документах советского периода 1920-55 годов. Так называется книга нашей коллеги, журналиста и научного сотрудника отдела искусствоведения Абиги Мананы Кокускир. Автор излагает этапы истории Абхазии, с которыми гармонично связывает развитие градостроительства в зависимости от влияния политики, экономики, промышленности. В достаточно полном объеме преподносит читателю историю становления города, его планировку, архитектуру, благоустройство. На презентации издания была Алика Трапш. Каждый город по-своему уникален за счет его архитектуры, свидетельствующей об историческом, творческом и культурном развитии. Архитектура Сухума конца 19-го и начала 20-х веков была исследована в трудах историка-краеведа Анзора Агума. Однако в абхазской историографии архитектура Сухума советского периода не была отображена, хотя именно в советский период появились многие знаковые строения. Заслуженный журналист, научный сотрудник отдела искусствоведения Абиги Манана Кокускир взялась за исследование данной темы. Итогом работы стала книга «Архитектура Сухума в прессе и документах советского периода 1920-1955 годов». Автор трудилась над материалом 3 года. Исключительный интерес в статье представляет история градостроительства города Сухум, выполнена на основе уникальных архивных данных. И что меня восхитило, когда я ознакомилась с этой книгой, это как широко раскрыта тема градостроительства. И особенно как произошел быстрый скачок в планировании города и становление города-курорта союзного значения. В книге «Архитектура Сухума в прессе и документах советского периода» исследована объемная архитектура, комплексно исследована тема ландшафтной архитектуры советского Сухума, которая в науке Абхазии еще мало изучена. Выделяются и описываются характерные особенности садово-паркового искусства города. Значительное внимание автор уделила строительству новых улиц города, расширению старых улиц. Рассмотрены объекты малой архитектурной формы. В книге также рассматриваются ключевые этапы строительства набережной, колоннады, морских причалов.
материалов. Потому что это история не только города, это история нашей республики. И в книге очень много об этом сказано. Там материалы и о жизни общества того периода, что невозможно было бы обойти, о культурной жизни города. И описание этих зданий, допустим, которые имели культурное назначение, театры, филармонии, цирки, они очень тесно связаны с жизнью общества и очень подробно рассказано даже о тех программах, которые в этих учреждениях проходили. Манана Кокоскер излагает этапы истории Абхазии, с которыми гармонично связывает развитие градостроительства в зависимости от влияния политики, экономики и промышленности. В достаточно полном объеме преподносит историю становления города, его планировку, архитектуру, благоустройство. Участники презентации особо отмечали большой труд автора в сборе архивных материалов. Трудовой Абхазии почти нету, 24-26 год. А советской Абхазии у нас почти нету, с 27-й, 37-го года почти нету. Вот эти газеты она практически не использовала здесь. Поэтому я лично жду второе издание когда-нибудь. Если мы эти газеты найдем, может быть, Манана сделает второе издание, дополненное. Потому что там очень много материала по многим зданиям, которые не все сюда вошли, к сожалению. Вот, сейчас перечислять не буду, я потом тебе сам скажу отдельно, которые сюда не вошли. И благодаря газетам, я думаю, ты сможешь найти про эти издания тоже. И в будущем, я надеюсь, будет второе дополненное издание. Архитектура Сухума в прессе и документах советского периода издана при поддержке фонда первого президента Абхазии. Здесь представлены уникальные, как все говорили, материалы и фотографии советского периода, когда появилось очень много знаковых новых строений города. Проведена большая исследовательская работа и по ландшафтной архитектуре, рассказано и о появлении новых улиц в городе. Большое спасибо, Манана, за твой бесценный труд и за твое неравнодушное сердце. Автор книги Манана Кокоскер выразила благодарность всем причастным к изданию ее труда. Прежде всего, я благодарна Богу, что дает силы вообще что-то создавать. Это прежде всего. Спасибо этому институту и его директору, что в стенах этого института можно исследовать такие темы. Я бы хотела, чтобы те из вас, кто откроет эту книгу и прочтет ее, получил бы такое же удовольствие, какое получила я, исследуя архитектуру этого великого и вечного города, города Сухум. Каждый день мы ходим мимо этих великолепных зданий, опустив голову вниз в суете нашей жизни, озабоченные все время проблемами. А красота, она рядом. Просто надо поменять ракурс, поднять голову и увидеть, в каком великолепии мы живем, увидеть эту красоту деталей, общий замысел. Одним словом, увидеть зодчество советской архитектуры. В планах автора продолжить исследование архитектуры Сухума в период с 1955 по 1992 годы. Альга Трапша, Ахраамичба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 29 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.